Давайте начнем с доклада об оперативной обстановке в сфере обеспечения общественной безопасности. Попов Алексей Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Доброе утро, уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги. Докладываю. По оперативным данным, с 1 января по 5 февраля текущего года правоохранительными органами республики зарегистрировано 2093 преступления, из них 684 – это категория тяжкие и особо тяжкие. В том числе по видам 10 убийств, 23 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, из них 4 с смертельным исходом, 16 изнасилований, 6 разбойных нападений, 39 грабежей, 257 краж денежных средств с банковских счетов граждан. Раскрыто 956 преступлений, в том числе 252 тяжких и особо тяжких преступления. Задержано 24 лица, находящихся в федеральном розыске, совершения преступления различной степени тяжести. Установлено местонахождение 91 без вести пропавшего гражданина, из них 32 это несовершеннолетние ребятишки. Задокументировано 217 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 135 фактов сбыта наркотических средств. За совершение наркопреступлений задержано 82 лица. Из незаконного оборота изъято более 24 килограммов наркотиков, что составляет примерно 49 тысяч разовых доз. Так, 23 января сотрудниками полиции задержан житель Ижевска, который являлся межрегиональным курьером по перевозке оптовых партий наркотиков. В его автомобиле обнаружено и изъято практически 10 килограмм синтетики, так называемой. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, в том числе на территории Пермского края, Свердловской области, обнаружено и изъято еще более 12 килограмм синтетических наркотиков, приготовленных указанным лицом к дальнейшему бесконтактному сбыту. В сфере миграции выявлено 104 административных правонарушения. Возбуждены уголовные дела по 137 преступлениям в сфере экономики. Так, на прошлой неделе сотрудниками полиции задержаны 3 местных жителей, которые с 2018 по 2020 годы путем создания финансовой пирамиды обманным способом похитили денежные средства вкладчиков. Книжка на общую сумму 200 миллионов рублей. От их противоправной деятельности пострадало порядка 400 граждан Российской Федерации, скажем так. Вот, в настоящий момент проводятся следственные действия, документируется и изымаются, денежные средства, нажитые преступным путем. Кроме того, задержаны 3 участника организованной группы, которые занимались с сентября по ноябрь прошлого года незаконной рубкой лесных насаждений в Завьяловском районе. Причиненный ущерб составил свыше 3 миллионов рублей. В рамках работы по профилактике преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, с улицы удалено и привлечено к административной ответственности 1213 нетрезвых граждан, в том числе 10 несовершеннолетних. За совершение мелкого хулиганства к ответственности привлечено 252 лица. С начала текущего года обеспечен правопорядок при проведении 220 мероприятий с массовым пребыванием граждан, в которых приняло участие свыше 63 тысяч человек. Особое внимание, конечно, уделялось вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении несогласованных протестных акций, которые состоялись 23 и 31 января. За нарушение установленного порядка организации и проведения публичных мероприятий задержано 65 активных их участников массовых протестов. Возбуждено 1 уголовное дело в связи с действиями, угрожающими безопасности эксплуатации транспортных средств. Всего для обеспечения правопорядка и общественной безопасности задействовало 2225 сотрудников органов внутренних дел и 358 сотрудников Росгвардии. Перехожу к ситуации на дорогах республики. Отмечается значительный рост аварийности, числа погибших в результате ДТП. Так, за истекший период с 1 января по 4 февраля зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в которых погибло 24 человека, в том числе 3 ребенка. Травмировано 211 участников дорожного движения, в том числе 37 детей. В результате указанного ДТП в Ижевске, Воткинском, Сарапульском районах погибло 4 человека, в Увинском и Завьяловском районах по 3, Игра, Кизнер по 2, Глазов и Якшур-Бадинский район по 1. Сопутствующей причиной каждой второй аварии стало ненадлежащее состояние дорог. По причине неудовлетворительных дорожных условий произошло 65 происшествий. В таких авариях погибло 13 человек, ранено 95. С начала года сотрудниками госавтоинспекции за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, неприятие мер по своевременному устранению помех в дорожных движениях возбуждено 69 дел о административных правонарушениях. Из них в отношении юридических лиц 52, должностных 17. На устранение выявленных недостатков выдано 149 предписаний. Меры по устранению и выявлению недостатков принимаются вместе с тем преломить на негативное развитие ситуации, пока нам не удается. В числе сезонных факторов, влияющих на аварийность, следует выделить погодные условия, гололед, снегопады, так называемый даже ледяной дождь и сокращенный световой день. Прошу руководителей региональных и местных властей уделить вопросам содержания и эксплуатации дорог самое пристальное внимание. Необходимо развивать дорожную инфраструктуру. В первую очередь речь идет, естественно, об ограждениях,
освещенности, своевременном обновлении дорожной разметки, создания ревесирных полос. В свою очередь, нами приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации с аварийностью. Ежедневно мы выставляем 25 дополнительных автопатрулей в день и в ночь. В результате сотрудниками ДПС выявлено почти 17 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это без учета нарушений, выявленных с помощью автоматических комплексов фиксации. 554 водителя с признаками опьянения административному аресту подвергнуто 79 человек. Кроме того, в феврале запланирован комплекс профмероприятий, это в Воткинском и в Сарапульских районах, где отличается наиболее сложная обстановка с аварийностью. Со стороны МВД вопросом обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики нарушений в данной сфере в текущем году будет уделено особое повышенное внимание. Благодарю за внимание. Доклад закончен. Готов ответить на вопросы. Спасибо. Алексей Владимирович, спасибо. Во-первых, хочу поблагодарить вас и весь личный состав МВД за очень четкую работу, особенно, понятно, 23 января и 31 января, во время, как вы сказали, несанкционированных митингов. Действительно, очень четко отработали, несмотря на многочисленные провокации, оскорбления. Ну, с этой темой мы работаем с вами совместно, поэтому хочу вас поблагодарить и всех ваших коллег. Это первое. Далее, по тому, что я увидел и услышал, прошу Дениса Николаевича Удалова, министра природных ресурсов и экологии, подготовить к следующему аппаратному совещанию доклад по результатам проведенных рейдов. Вот то, что мы увидели о задержании, соответственно, таких квазипредпринимателей, которые осуществляют незаконные рубки. Значит, это же не единичные случаи, это годами складывающаяся практика, с которой мы последние 4 года, значит, боремся. Это в первую очередь экономика, значит, республики. Второе, это, собственно, состояние наших лесов. Наши граждане много пишут нам, значит, посмотреть на то, что лесовосстановление не делается и так далее. Все делается. Только вот есть такие, значит, как их там называют, черные лесорубы, как угодно, которым плевать на закон, да и на республику. А потом они же мне и пишут, или даже набираются наглости выступать на сходах о том, что дайте, значит, и так далее, и так далее. Значит, к следующему аппаратному совещанию подробный доклад о той работе, которую проводили в части рейдов. Это первое. Так, да, Алексей Владимирович, попрошу вас тогда дать команду, чтобы за январь месяц мне данные дали именно по ДТП с участием граждан, которые в алкогольном опьянении. И с декомпозицией до, если там есть с участием таких граждан смертные летальные исходы. И тоже их надо Сергею Витальевичу Смирнову. Сегодня подготовим, направлю на ваше имя. Принято. Да, спасибо. Надо эту информацию активно доносить до населения. Это такой так называемый шок-контент, чтобы люди понимали, что, собственно, от их, в том числе, поведения на дорогах, в первую очередь, состояние, в общем-то, зависит их жизни и здоровья. И прошу Александра Валова этот же вопрос, вот месяц прошел, дали по всем районным газетам нашим, по всем пабликам такая цифра дня. Сколько зарегистрировано нарушений водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сколько и какой результат, летальный исход, вред здоровью и так далее. Вот эту рубрику, так называемую, ежемесячно обязательно, значит, введите. Ну и действительно, у нас объем, количество снега, выпавшего уже в этом году, да даже в конце прошлого года, ну, если не аномальный, то выше, чем в прошлом году точно. Но, коллеги, обращаюсь к главам и, значит, и главам городов особенно. Денег мы выделили достаточно из расчета тех тарифов, которые, значит, нам компании представляли. Это первое. Объем денег в дорожном фонде у вас увеличился в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Поэтому я уже
значит, давал поручение, Ярослав Владимирович с вами его отработал, и особенно по Ижевску, но не только по Ижевску. На Сарапул надо обратить внимание, на некоторые районные центры. Значит, снегопад понятно, но когда снегопад заканчивается, 3 дня проходит, а дороги не чищены, никаких оправданий этому быть не может. Не может. Когда снег только начал, только вот первые там снегопады, и дороги еще относительно чистые были. Меня там удивляли, по Лихвинцево гонялась техника и ковшом асфальт чистила. Я когда проезжал, 3 дня не было снега, проезжал по Ижевску, сужение на метр по некоторым дорогам. Никаких оправданий здесь нет. Ярослав Владимирович, на контроле держать эту ситуацию. Каждую субботу вот у нас совещание с главами районов и городов. Как вы и делали, есть обращения граждан, да, и мы на них реагируем. И ко всем гражданам в этом смысле, собственно, информировать нас, где, на каких участках, потому что компании, с которыми уже с некоторыми воюем. Но это в том числе, это не столько эстетика, это сколько безопасность наших граждан и на тротуарах, и на дорогах. Отсюда и в том числе и повышенное количество ДТП. Поэтому еженедельно, Ярослав Владимирович, с докладом на субботних совещаниях, с докладом по этой ситуации. На следующем аппаратном совещании давайте предварительный итог подведем. Он получится за 2 месяца по тем, кто у нас справляется с поставленной задачей. Это и районы, и города, и подрядчики, и кто не справляется с задачей. И прошу очень внимательно, мы с вами договорились и по рынке стройки, и по дорожному строительству, и по содержанию улиц и дорог наших. Мы договорились. Не справляется в реестр недобросовестных поставщиков. И все, и по-другому быть не может. Прошу на это внимание обратить. Хорошо. Спасибо. Двигаемся дальше. Об оперативной обстановке в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. Петр Матвеевич Фомин, пожалуйста. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемый участник совещания, добрый день. В период с 11 января по 7 февраля чрезвычайной ситуации не произошло. На контроле Главного управления находились 38 социально значимых событий и происшествий. Из них 26 аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. При этом 30% событий произошло в Завьяловском районе. 15 связано с нарушением холодного водоснабжения, 4 в Завьяловском районе, 2 в городе Сарапул, по одному случаю в городах Ижевск, Можга, в Лазовском районе, Граховском, Можгинском, Сертинском, Шарканском и Юкамском районах. 5 связанных с нарушением теплоснабжения, 2 в городе Ижевске, по одному случаю в городе Сарапул, Завьяловском, Кизнецком районах. 4 связанных с нарушением газоснабжения, 2 в Сарапул, Евшубоде. 2 связанных с нарушением энергоснабжения в Завьяловском районе, в городе Можга. Отмечались 3 происшествия, связанных с нарушением теплоснабжения серьезного характера в городе Ижевске, поселке Кизнер. Все восстановительные работы завершены. В Удмуртской республике зарегистрировано 174 техногенных пожара. Погибли 16 человек, травмированы 14 человек, спасено 20 человек. Пожаров с участием детей нет. Более 47% пожаров произошли в жилых, садовых, дачных домах. При этом ни одно жилое помещение не оборудовано автономными дымовыми пожарными извещателями, в том числе, где погибли люди. Причины возникновения пожаров представлены на слайде. Первое, это самое главное, неисправность электропроводки. В этом месяце, Александр Владимирович, преобладает нарушение электропроводки, и неосторожное обращение у нас уходит уже на 22%. И продолжает также неосторожность при курении. Неисправность транспортных средств 8%, поджоги 3%. Отмечается техногенный пожар в частном жилом доме 22 января в селе Вишур Винского района с гибелью 2 человек. Причина пожара – нарушение требований эксплуатации печного отопления. Пожарно-спасательные подразделения привлекались на дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими 194 раза. Благодаря слаженным современным действиям совместно с полицией, скорой помощи, действиями служб спасены 170 человек.
за 1 месяц. Деблокированы живыми 113 человек. Оказана помощь 199 гражданам. Отмечается 3 сложных ДТП, которые произошли на территории республики. Об этом министр докладывал. На контроле находились также мероприятия по ликвидации ДТП, которое произошло в городе Глазов с участием тягача с цистерной, полуприцеп, перевозившим топливо в центре города. Событие могло возникнуть серьезные проблемы, но благодаря организованным действиям дорожных служб, полиции, пожарной службы и администрации города Глазова задача выполнена в полном объеме и возможность была и пожара, и взрыва, и разлива количества огромного топлива. Пожарно-спасательные силы выполнили совместно с подразделениями полиции все мероприятия по ликвидации последствий данного ДТП. На водных объектах республики произошли одно происшествие. 6 февраля у нас есть один погибший житель села Новый Мултанов, Минского района, поисково-спасательной службы. Тело достали, значит, и передали родственникам. В период празднования Крещения Господня происшествия не произошло. Выполнены все необходимые мероприятия. Районы в этот раз впервые самостоятельно организовывали, без понуждения, и все мероприятия выполнили службы медицинская, общественного порядка, пожарная, спасательная служба. Все оказывали помощь, участвовали в данном процессе. Открыты 25 мест массового выхода на лед с возможным нахождением до 1500 человек, рыбаков на льду. Функционирует также ледовая переправа на реке Кама, поселок Барок и город Сарапул, грузоподъемность до 3,5 тонн. На особом контроле главного управления находится мероприятие по поручению вашего Александра по планированию гражданской обороны. На сегодняшний день общий процент готовности плана приведения 90%, планы приведения не разработаны в 2 районах, Граковском и Красногорском. Общий процент готовности согласования плана гражданской обороны составляет 57%. На сегодняшний день все они разработаны, но не согласованы, не утверждены установленным порядком. Только в 2 районах полностью выполнены мероприятия: Воткинский район и Малопургинский район. План гражданской обороны не разработан в Красногорском районе, а также еще у нас не утвержден план гражданской обороны Удмуртской республики, а также план эвакуационных мероприятий Удмуртской республики, где имеется очень много недостатков. Комитету по делам ГУЧ все замечания доведены. Дня гражданской все замечания должны быть устранены. По поручению заместителя полномочного представителя президента в Приволжском округе Российской Федерации 21 января проведена комплексная тренировка с органами управления силами территориальной подсистемы РСЧС по ликвидации неблагоприятных природных явлений и дорожно-транспортных происшествий. В рамках тренировки определен был уровень готовности подвижного пункта управления. К сожалению, на сегодня он не готов. Также подпроверена подвижная лаборатория радиационных химического наблюдения, и в каждом муниципальном образовании республики были развернуты пункты временного размещения, развернуты 15 пунктов временного размещения и 8 пунктов обогрева. Не готов 1 пункт в городе Сарапул, остальные пункты обогрева в целом готовы и способны выполнить поставленные задачи в сложных климатических условиях. По итогам тренировки подготовлен разбор, в котором отражены выявленные недостатки, проведена учеба, оказана методическая помощь обучаемым. Цели достигнуты, доклад представлен полномочным представителем Приволжского федерального округа. В целях предупреждения пожаров на территории и на объектах оказывают социальные услуги для престарелых инвалидов по поручению прокуратуры и ваше поручение, Александр Владимирович, проверено 73 объекта, 9 объектов здравоохранения, 30 объектов социального обслуживания, 23 частных организаций для престарелых, выявлено 23. Возможно, мы знаем, что может быть больше. 11 объектов образования. В ходе проведения проверок выявлены 500 ответственности, 9 должностных лиц и 1 физлицо. Данная проверка будет, раз уже мы начали по поручению вашему проверять, она будет повторно проверяться уже без согласования с прокуратурой, в соответствии с установленным законодательством. В период с 1 по 4 марта на территории Удмуртской республики впервые в зимний будет чемпионат России и Кубок ВДПО России. Местом проведения определен учебно-тренировочный центр по подготовке личного состава пожарно-спасательных сил в городе Воткинск, введенный в эксплуатацию в 2019 году.
соревнованиях примут участие 12 лучших команд всех округов Российской Федерации и дети старше 16 лет. Все мероприятия по подготовке проведены, ждем гостей и выполним данную задачу. Орган управления сил СС готов к выполнению поставленных задач, проблемных вопросов нет. Доклад закончен, благодарю за внимание. Да, Петр Матвеевич, спасибо за доклад. Ярослав Владимирович, по плану ГО ЧС тогда в течение недели мне доложите. Есть. Хорошо. Давайте о ситуации с ценами на продовольственные товары. Ярослав Владимирович Семенов, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги. Я напомню, что в декабре по поручению главы республики был создан Координационный совет по контролю цен на республиканском потребительском рынке. Его цель – еженедельно сверять поступающую из разных источников информацию по росту цен и принимать оперативные меры по пресечению фактов необоснованного роста. Коротко доложу о результатах работы и ситуации с ценами на продукты питания. По данным Удмуртстата, с 25 января по 5 февраля зафиксировано снижение цен на продовольственные товары. Самое большое на вермишель и муку, данные вы видите на слайде. Сохранились без удорожания цены на говядину, свинину, баранину, масло сливочное, масло подсолнечное, сметану, молоко, сыры, а также рис. По данным АРМ-мониторинга Минпромторга Республики, на 2 февраля зафиксированы минимальные цены на сахарный песок за 1 килограмм в сетевой рознице 44 рубля 96 копеек, вне сетевой розницы 48 рублей 80 копеек. Минимальная цена на масло растительное за 1 литр в сетевой рознице 102 рубля 15 копеек, вне сетевой 106,18. По данным Федеральной налоговой службы, на основании среднего чека с 25 января по 1 февраля 2021 года отмечено снижение стоимости от 5 до 8% на макаронные изделия, сметану, печенье и рис и от 1 до 3% на яйца куриные, сыр и сахарный песок. Цена растительного масла осталась без изменений. Я напомню, что в соответствии с соглашением между Минпромторгом и предприятиями торговли цены на сахарный песок и растительное масло фиксируются на уровне 46 рублей и 110 рублей соответственно. Александр Владимирович, в ходе вашей встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным глава государства положительно отметил организованную вами работу по сдерживанию цен в республике и подчеркнул, что необходимо и дальше спокойно работать, цитирую, чтобы не вредить бизнесу и следить за ситуацией. Я хочу отметить, что в республике на настоящий день на соглашение по стабилизации цен подписано почти 70% предприятий торговли. Это 2392 объекта. Здесь можно отметить Ижевск и Граховский, а также Селтинские районы. Там процент подписавших превысил 86. А также Кесский и Дебюсские районы. Там в соглашении подписали более 92% объектов торговли. За период работы горячих линий с 17 декабря поступило 90 звонков. В том числе на горячую линию Минпромторга Республики 55 звонков и еще 35 в рамках партийного проекта «Единой России. Народный контроль». За последнюю неделю в связи со стабилизацией ситуации на горячую линию звонков не поступало. Доклад закончил. Благодарю за внимание. Спасибо, Ярослав Владимирович. Коллеги, вы мне дайте по основным позициям сравнение не только в текущем моменте, а, например, сентябрь-октябрь 2020 года. Есть Потому подготовлено. что я по некоторым обращениям, в том числе, вижу, что значит, цены поднялись, потом отреагировал президент, соответственно, по цепочке все главы регионов, но уже по сравнению с предыдущими позициями, значит, все равно достаточно высокие цены. Это надо внимательно за этим следить и в таком же формате в еженедельном контролировать. Хорошо. В ситуации с ковидом Георгий Олегович Щербак, министр здравоохранения, пожалуйста. Доброе утро, уважаемый Александр Владимирович. Доброе утро, участники совещания. В первую неделю февраля мы отмечаем снижение заболеваемости и госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По состоянию на сегодняшнее утро
По данным Роспотребнадзора зарегистрировано 26 419 случаев с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, из них 97 за последние сутки. На сегодняшний день 23 003 пациента, считаю, у нас выздоровели. На стационарном лечении сегодня находится в перепрофилированных учреждениях 1068 пациентов. Из них с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией 562 пациента, двое детей. В том числе из них 31 находится в удовлетворительном состоянии, 426 пациентов в средней степени тяжести, 103 пациента в тяжелом состоянии, из них 8 на аппаратах инвазивной и искусственной вентиляции легких. Следующий слайд, пожалуйста. Сегодня на базе 12 перепрофилированных медицинских организаций происходит лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. С февраля месяца 2 медицинских учреждения переведены в штатный режим работы. На сегодняшний день развернуто 2179 коек для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Резервный фонд на сегодняшний день составляет 1128 коек, что более 51%. Мы продолжаем работу по переводу наших лечебных учреждений в штатный режим работы. Следующий слайд, пожалуйста. По состоянию на сегодняшний день в республике на амбулаторном наблюдении и лечении находится 974 пациента. По данным мониторинга осуществлено более 48 тысяч выездов, выдано более 11,5 тысяч комплектов препаратов для лечения пациентов, находящихся на амбулаторном этапе. Следующий слайд, пожалуйста. По состоянию на сегодняшнее утро у нас в республике получено 29 382 дозы вакцины для проведения вакцинации населения. Привито более 6 тысяч человек. Из них 3426 человек в возрасте 60 лет и старше, что составляет 54,1% от всех привитых. С начала февраля была возобновлена всеобщая диспансеризация и профилактический медицинский осмотр населения, за исключением групп 65+. С этой группой продолжаем работать в том же режиме с ограничительными мероприятиями. Доклад закончен, готов ответить на вопросы. Да, Георгий Олегович, Эльвира Зинуровна, обращаю ваше внимание, вот мы перевели в так называемый штатный обычный режим работы, в том числе Сарапульскую больницу, но начали поступать немного, но тем не менее обращения в мой адрес по поводу госпитализации своевременной и так далее. До конца этой недели доложите мне именно по Сарапульскому району. Потому что понятно, что у нас идет ситуация стабилизируется, идет на снижение количества заболевших и по всем остальным параметрам. Но если мы переводим в Ижевске, это одна ситуация. Если мы переводим больницу в нормальный формат работы в другом городе или в районном центре, это уже другая ситуация. Это определенная маршрутизация, за этим надо обязательно следить. И как мы и договорились с вами уже давно на совещании с главврачами, отдельным пунктом повестки обязательно мы рассматриваем обращение граждан. Предметно, ни в коем случае вот это с контроля не снимать, потому что эта работа дала конкретный определенный эффект. Да, у нас там некоторые коллеги лишились своих мест рабочих, потому что не следили за этим. И не смогли наладить нормальную работу и коммуникации с пациентами и с теми, кто обращался. Но большинство переформатировало работу, и мы видим значительное, кратное снижение обращений, потому что лучше стали взаимодействовать на уровне непосредственно ФАПов, поликлиник, больниц. Поэтому здесь самое пристальное внимание. Ярослав Владимирович, я вас прошу в течение сегодняшнего и завтрашнего дня обсудить с коллегами не в формате штаба, а вот таким заочным опросом и представить предложения по смягчению ограничений, снятию некоторых ограничений. Не буду сейчас озвучивать, есть предложения разные, но действительно мы должны адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию. Она вполне прогнозируемая, она стабильная. У нас есть все возможности для более активной вакцинации. Здесь, конечно же, еще и не все готовы, так сказать, ставить вакцину, я имею в виду граждан. Но ресурсы для нас, возможностей есть. Поэтому в течение сегодняшнего, завтрашнего дня
отработать с Натальей Сергеевной, с коллегами из прокуратуры, из других органов контрольно-надзорных на основании тех обращений и мнений граждан, в том числе, чтобы мы представили там, к завтрашнему вечеру решение по этим вопросам, потому что обращения есть, в том числе и от предпринимателей. Нам нужно на это тоже своевременно реагировать. Хорошо. Да, коллеги, мы договорились, что на аппаратных совещаниях регулярно будем обсуждать вопросы, связанные с деятельностью Государственного совета и наших депутатов, а также социальные проекты, в том числе и партийные проекты. Поэтому предлагаю Владимиру Петровичу Невостроеву, председателю Государственного совета. Пожалуйста, вам слово. Доброе утро, уважаемый Александр Владимирович. Доброе утро, уважаемые коллеги. Благодарю за возможность информировать коллег о нашей работе. Мы уже неоднократно обсуждали вопросы проекта «Безопасный детский сад», другие наши проекты. Они продолжают реализовываться, но сегодня хотели бы доложить о ходе реализации проекта «Медподдержка», который продолжает традиции проекта «Поддержка» и направлен на оказание помощи нашим работникам. Слово хочу предоставить Надежде Александровне Михайловой, первому заместителю председателя Государственного совета, председателю постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике. Добрый день, уважаемый Александр Владимирович, добрый день, коллеги. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу всей команды Удмуртии. Надежда Александровна, да. Перебью вас. Как ваше самочувствие? Я знаю, что вы вакцину поставили. Как ощущения? Спасибо. Я могу стать примером поддержки в плане вакцинации. Несмотря на имеющиеся проблемы, связанные в том числе и с работой, я абсолютно нормально перенесла прием первой вакцины, не было температурной реакции. Единственное, это небольшая слабость, о чем предупреждают, кстати, врачи. И было какое-то состояние сонливости, но это было не больше 3 дней. Поэтому и как врач, и как депутат, как защитник представителей народа рекомендую всем. Спасибо, Александр Владимирович. Да, единственное, вы должны еще прокомментировать, что после того, как вакцину поставили, в течение потом последующих 2 дней вы сделали особенно активными рабочие дни, график почти до полуночи. Вот это, наверное, делать нельзя. Отсюда и небольшие такие последствия. Поэтому все-таки надо так аккуратно себя в этом смысле, по крайней мере, на дистанции между первой и второй аппликацией беречь. Хорошо, спасибо, продолжайте. Уже с начала пожалуйста, презентацию. Уже с начала эпидемиологической ситуации в республике сформирована отдельная рабочая группа по вопросам здравоохранения. Возглавил эту группу глава Удмуртской республики Александр Владимирович Причалов. Первоочередной и важной задачей было поставлено перепрофилирование лечебных учреждений под ковидные центры. Наши больницы никогда не знали таких темпов работы, ремонтных работ, как это было сделано в этот период. Буквально за несколько недель централизованная поставка кислорода, усиление электрических мощностей и полный ремонт отделений. По указанию главы эти вопросы лично контролировал и принимал председатель правительства. Мы первые среди регионов Российской Федерации практически с первых дней работы ковидных центров организовали там горячее питание для сотрудников и для желающих проживания медицинского персонала. С первых дней их работы медицинские сотрудники ковидных центров были обеспечены витаминно-минеральными комплексами и продовольственными наборами. За качеством продовольственных наборов лично следила Абрамова Ольга Викторовна. Параллельно с этим «Единая Россия» объявляет и организовывает 2 фундаментальных волонтерских проекта. Это проект «Поддержка» и следующий, чуть позднее, проект «Медицинская поддержка», поддержка медицинским организациям. Партии власти удалось сплотить на эти проекты и привлечь к работе 750 волонтеров
которые принадлежали не только «Единой России», это были и беспартийные, и представители других партий. И одним из основных направлений работы волонтеров этого проекта – это работа в наших медицинских учреждениях. Еще сегодня 170 медицинских волонтеров работают в больницах республики. Почему нам очень важна и нужна была такая волонтерская помощь? Я приведу вам несколько цифр. В доковидный период на одну смену во второй городской больнице в поликлинике на всех врачей приходилось 420 посещений в один день. В период разгара эпидемии это количество посещений выросло до 1200. 2-3 вызова в день – это нормальная работа на дом врачей, это нормальная работа поликлиники. В период пандемии их количество увеличилось в среднем до 20. Через приемное отделение инфекционной больницы в доковидное время проходило в среднем 20 человек, чаще в удовлетворительном состоянии. В самой пиковой нагрузке эпидемии было госпитализировано через приемное отделение инфекционной больницы до 80 человек, и столько же человек там получали консультации. Представляете, как выросла нагрузка на лечебное учреждение, и, естественно, никаких резервов лечебных учреждений на это бы не хватило. И здесь как нельзя нам помогли волонтеры, которые сопровождали транспортировку больных, оформляли бумажную документацию, использовали и применялись в других работах. Особо я хочу выделить и поблагодарить от имени сотрудников здравоохранения, немало таких обращений к нам поступило, это проект автоволонтерства. Доставка медикаментов, доставка врачей к больным. Вы слышали о том, какое количество, насколько увеличилось количество вызовов. Все это было осуществлялось нашим автоволонтерам. Автомобили вместе с водителями предоставляли правительству Удмуртской республики, Государственный совет, городская дума Ижевска. 50 автоволонтеров лично участвовали за рулем в этом проекте. Депутаты Губаев, депутат Гарин лично садились за руль автомобиля и осуществляли доставку врачей к больным. Мы не забывали и о поощрении наших медицинских работников, о поддержке их психоэмоционального состояния. Депутаты всех уровней организовали доставку продуктовых наборов не только, чаще всего это были фрукты, не только ковидные центры, но и во все лечебные учреждения республики. Депутаты всех уровней, начиная с местных, районных, за этот год осуществили поставку на свои средства медицинского оборудования, проводили косметические ремонты, меняли оконные блоки и другие виды работ. Тяжелая, напряженная работа, которая сопровождала наших сотрудников в период эпидемии, должна была чередоваться с хорошим отдыхом. И об этом тоже подумала «Единая Россия». Концерты в Удмуртской филармонии, спектакли в театре «Молодой человек», поездка на базу Нечкина. А сколько хороших слов мы выслушали и просили это передать коллектив Можгинской, например, районной больницы за организацию в театр города Перми. Здесь участвовали депутаты всех уровней, начиная с депутатов Государственной Думы. Вы все были свидетелями освещения в средствах массовой информации, как дарили подарки, новогодние подарки детям сотрудников ковидных центров, волонтеры, депутаты Государственного совета и члены правительства. Поднимало настроение сотрудников наших больниц и новогодние украшения, которые тоже организовали волонтеры по партийного проекта. Особо я бы хотела остановиться на работе колл-центра. В десятки раз увеличилось количество поступающих звонков в регистратуры наших поликлиник.
И очень своевременно были организованы работы колл-центра, принимающие и ставшие посредниками в работе между лечебными учреждениями, поликлиниками и пациентами. Здесь тоже бы не хватило человеческих ресурсов, если бы к этой работе не подключились наши волонтеры. С самого начала работы в эпидемию наша рабочая группа по поддержке здравоохранения, следующий слайд, очень переживала за психоэмоциональное состояние коллективов, медицинских коллективов. Новая инфекция еще не изучена, страх заразиться, страх стать источником инфекции для своих родственников. Мы переживали за отток медицинских кадров из ковидных центров. С первых же дней работы была создана группа медицинских психологов, которая круглосуточно и до сей поры находится на связи с нашими медицинскими работниками и которые готовы в любое время очно и в режиме онлайн проконсультировать наших сотрудников. Методы поддержки настроения внутри больницы были очень разные. Я хочу привести пример, когда в очень напряженном графике глава Удмуртской республики находит время на ежедневное поздравление медицинских работников с днем рождения. Представляете реакцию младшего медицинского персонала, когда в свой день рождения она слышит в трубку голос главы, и как меняется ее настроение. А хорошее настроение, положительные эмоции – это главные друзья нашего иммунитета. Давайте будем помнить и об этом. Я сегодня могла бы назвать еще не один десяток фамилий и не один десяток тех примеров, тех дел, которые были организованы при реализации этих проектов. Но завершая, хочу сказать самое главное, что было достигнуто благодаря в том числе и этой работе. Не было допущено ни одного срыва в работе лечебных учреждений республики, даже в самые сложные периоды. Не было допущено ни одного факта социального напряжения в медицинских коллективах. Ну и самое главное, за этой работой в том числе стоят спасенные человеческие жизни. Но пандемия продолжается, и впереди новые задачи. Поэтому я желаю вам всем здоровья, здоровья вашим близким. Спасибо за внимание и спасибо за вашу работу. У меня все. Надежда Александровна, спасибо. Такой исчерпывающий доклад получился, вернее, выступление даже больше эмоциональное. Что касается действительно поздравления с днем рождения медсотрудников, но действительно эмоции очень яркие. Поэтому я думаю, что это в силах абсолютно точно наших глав районов, глав городов, ну и точно депутатов, с которыми, собственно, и в предвыборной кампании активно общаются с населением, с гражданами, в том числе и с врачами. Поэтому я недавно, мы в прошлой неделе был в отпуске, и с семьей мы ее провели часть отпуска в Удмуртии. И с супругой пригласили, тоже пару из Воткинска, оба врачи. Она заведующий психоневрологическим интернатом и при этом в красной зоне работает. Он, соответственно, фельдшер на скорой помощи. Потрясающая история, что называется, из первых уст, как это все вообще проходило и развивалось. И, конечно, внимание, в данном случае главы, для них очень важно. Потому что можно много благодарности вручить, даже почувствовать личный контакт. И мы с вами об этом говорили. Не забывайте, дистанция, как только вы занимаете высокие посты и должности, дистанция с людьми должна, наоборот, сокращаться. У нас иногда получается так, что, уже, я надеюсь, по крайней мере, ни в этом депутатском составе, ни городов, ни районов, ни госсовета, ни с нашей командой таких ситуаций практически нет. Я это вижу по социальным сетям. Это очень важно. Дистанция должна сокращаться. Хорошо, коллеги. Так. У нас в Российской Федерации этот год объявлен годом науки и технологий, поэтому очень короткий доклад, пожалуйста, Светлана Михайловна Болотникова, что мы, собственно, предполагаем
делать в ближайшие значит, дни 12 числа у нас к Дню науки, который, кстати, сегодня, по-моему, у нас будет торжественное мероприятие соответствующее. Светлана Михайловна, пожалуйста. Добрый день, Александр Владимирович, добрый день, коллеги. Действительно, Владимир Владимирович Путин подписал указ о проведении в Российской Федерации Года науки и технологий. Прошу презентацию поставить, пожалуйста. Следующий слайд. Сегодня на территории Удмуртской Республики научное поле деятельности представлено и фундаментальными, и прикладными исследованиями. Научные исследования проводятся в области физико-математической, медицинской, гуманитарной, сельскохозяйственной, естественно-научной. Ну и, конечно, научные разработки ведутся в интересах промышленности, ОПК и многих других направлениях. Представлены те, кто занимаются научными разработками на нашей территории на слайде. Это Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Академии наук, который состоит из 6 крупных институтов. Удмуртский филиал Института экономики РАН, наши 5 федеральных вузов, более 300 докторов наук и 1200 кандидатов наук. Стоит отметить, что предприятия и организации республики также проводят свои научные изыскания, как самостоятельно, так и при взаимодействии с вузами, открывая совместные базовые кафедры, инжиниринговые центры и другие коллаборации. Мы понимаем, что формирование научного мышления и соответствующих компетенций – это длительный процесс и непростой. Поэтому с прошлого года запущен проект создания базовых школ РАН, которые действуют совместно с учреждениями дополнительного образования, такими как Центр одаренных детей, Кванториум, Дом научных коллабораций. В Доме научных коллабораций одно из самых важных направлений работы – это как раз становление молодых ученых. Следующий слайд. С 2017 года между Российским фондом фундаментальных научных исследований и правительством Удмуртской Республики заключено соглашение о проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий. За время с 2018 по 2020 год поддержано было всего 53 проекта, и я говорю сейчас только о конкурсных мероприятиях. Следующий слайд. Министерством образования и науки совместно со всеми организациями высшего образования и науки был разработан план основных мероприятий по проведению Года науки и технологий. В течение года будет проведено 22 международных научно-практических конференции, 22, в том числе такая, как Классический университет истории и современность, посвященная 90-летию нашего Удмуртского госуниверситета. Научная ассамблея российских географов и обществоведов, 15 форумов, 8 регионального из них уровня. Здесь на слайде показан международный открытый научно-технический фестиваль робототехники. Он уже начал свою работу, приняло участие 135 участников, и сейчас подводятся промежуточные итоги данного фестиваля. Следующий слайд. Здесь представлены наиболее значимые мероприятия из тех, которые будут проводиться, которые запланированы в Год науки и технологий, такие как Иннонова, Всероссийский форум студентов и молодых специалистов оборонно-промышленного комплекса, и специалистов вузов и предприятий ОПК, Технопредприниматель, Республиканский форум, Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием и интересное мероприятие «Открытая кафедра» Удмуртского федерального исследовательского центра. Без сомнения, это не весь спектр мероприятий. 12 февраля состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню науки. Ну а что ждем от Года науки? Это в первую очередь популяризация науки, научные коллаборации, развитие инфраструктуры, новые образовательные программы и, конечно, привлечение молодых ученых в науку. У меня все. Спасибо за внимание. Готова ответить на вопросы. Спасибо, Светлана Михайловна. Коллеги, будем завершать нашу работу. Хочу напомнить, что у нас с сегодняшнего дня и до 13 февраля, ключевой день 13, уже такой известный и даже знаменитый Всемирный день пельменя. Пройдет 7-й раз. Пельменфест. Я, в частности, с удовольствием приглашаю своих друзей, и много их приедет в этот раз.
впечатляет, Светлана Михайловна, микрофон включайте. Впечатляет мероприятие, поэтому приглашаю к участию. Ну и традиционно, коллеги, вопросов очень много, работа напряженная, не буду повторять, какой у нас впереди год. На прошлой неделе встречался с министром финансов Российской Федерации, с нашим Минфином, с командой. Сейчас мы отрабатываем очень многие вопросы, задачи. Группа Минфина будет работать в течение 2 недель. Понятно, что республике в сложившейся ситуации правительство поможет, и нас в этом заверил в том числе и министр. Но в каком объеме, какие-то будут финансовые инструменты, мы вот как раз в течение 2 недель должны решить. При этом я напоминаю, что те планы и мероприятия, которые мы запланировали в рамках национальных проектов, конечно же, мы безусловно должны выполнить. Помимо этого у нас еще есть дополнительные планы по году села. Всем спасибо, продолжаем работать.